яхя имя пахкута комитет пейлатара и комитет ейлакна его позцара хазлашевиша асас фергана хала ярхоп яхя а прокурор хада агрба отбор нукзарипа абсна ашарта дармацурай хабы Бар Дмитрий Сергеевпа, министр Райхабы Киут Роберт Виталийпа, Абсна Ахинткара Хада и Хатарнак Шамба Дмитрий Михаилпа. Яхетпе Зара Сип Глу решив Дервоепш, Яхянаса, Ейвейпшим, средств информации пользу, Юхова информация, Амза Хуба Пцаразы, Ихала Захтыс, Янкалаз, Урыстулапи, Ахинткараб, Ауажлар, Насархумя Пагара, Абсны имя Пыргуз, Аусура, Яхчаны, Иклаз, инцидент. Иша Дервоепш, Янкалаз, Ауажлар, Абсны, Ахинткараб, Амшар, структура, Парджа, Ихан, имя Пган, Эйвейпшим, Аусурака, Убрекнет, Ейлах Кархтахоп, Ицекинартбан, Идырц Аулан, Иклаз, Изахказ, Абсны Казара, Азакбандла, Яхинза Яшаз, имя Пыргуза Усура, нас Иша Дервоепш, Ширхоепш, Алхрапарджа, нас Иримаз Тагалаза Аша, Абсны, Авницка, Рыказара, Ахинза Яшаз, Убрекнет, Ицегинарц, он хала шейфас бьянагуд. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные гости, спасибо, что нашли время. На повестке дня сегодня будет обсуждение относительно происшествия 5 ноября по улице Абадинской в офисе газеты «Абхазский вестник», так называемые политтехнологи, которые впоследствии были переданы правоохранительным органам для выяснения информации, для выяснения обстоятельств, как они здесь сюда появились, чем они занимались. Более подробно, я думаю, что расскажут представители руководства структур, которые приглашены сюда. До начала обсуждения главного вопроса, вопрос министру внутренних дел по Роберт Витальевич, мы бы хотели более получить конкретную информацию относительно происшествия вчера во время похоронной церемонии. Как известно, неустановленным лицом пока была осуществлена стрельба, в результате чего 5 граждан Абхазии пострадали. На сегодняшний день я знаю и уверен, что занимаетесь оперативно-розыскными мероприятиями совместно с другими правоохранительными органами. И как бы вкратце рассказать, на какой стадии и что проводится. Во-первых, сегодня еще был приглашен Дмитрий Михайлович, я так понял, просто вынужденно пришел. Сюда был приглашен Беслан Федорович Чешпы. Потому что не за то, что просто он глава администрации президента, потому что непосредственно он курирует именно внутреннюю политику. Валерьевич, я думаю, за что происходит в внутренней политике, непосредственно отвечает он. Это первое. И второе, сегодня пока временно отсутствует, может быть, обещал еще подойти непосредственно учредитель газеты «Абхазский вестник». Правильно сказал? «Абхазский вестник». Да, вот СМИР Ахра должен подойти, мы его ждем, надеюсь, он будет. Уважаемый Тимур Адамурович, уважаемые депутаты, как всем известно, вчера в районе где-то 13:20 произошло событие, связанное со стрельбой на одной из похоронных процессий, в ходе которой были ранены 5 человек. И, соответственно, 2 из них в тяжелом состоянии, 1 в критическом состоянии. Но как только поступил сигнал в Министерство внутренних дел, оперативная группа выдвинулась на место, был поднят по тревоге личный состав Министерства внутренних дел, был объявлен план перехват по всем постам, все посты были перекрыты. По существу дела проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия совместно с службой госбезопасности, а также во взаимодействии с прокуратурой. Материал первичный собирается на том этапе, что сегодня было нами собрано. Я утром заслушал отчет, были даны соответствующие поручения. Отрабатываются все маршруты вероятного отхода. Занимаются сотрудники установлением личности, характерных признаков личности, сбором свидетельской базы,
И скажу так, что на месте происшествия, уже на пути отхода, была обнаружена снайперская винтовка, предположительно модели Драгунова, и, соответственно, из которой было произведено, как мы видим, 4 выстрела. Также были дополнительно обнаружены предметы, которые подлежат исследованию. В настоящее время проводится весь комплекс оперативных мероприятий. И отрабатывается ряд версий, которые, я думаю, что могут привести к определенному результату. Очень надеемся на это, что... То есть стрелял один человек, да? Да, стрелял, 4 выстрела, 5 раненых. по крайней мере, мы видим, с учетом баллистики, с учетом тех пуль, которые были обнаружены по траектории полета, и все, стрелял один человек. Один человек. Предметы преступления там, он просто... Да, он на выходе сзади этого строения в лесной чаще по пути следования была обнаружена винтовка. СВД? СВД, да, это самое штатное СВД. Ну, в ходе его обследования, я же говорю, было, ну, как бы магазин СВД входит 4 патрона, 10 патронов. С заброшенного дома Белостроя? Да, с заброшенного дома фактически в упор. Расстояние выстрела фактически там 10-12, в некоторых случаях даже 4 метра. Вот если говорить о попадании в Лицине, там порядка 4-5 метров от выстрела. Но, скорее всего, это все происходило именно в траектории вообще выстрела. То есть люди, которые оказались случайными людьми. Это, конечно, вопиющий случай, да. Это случай. Надеемся на скорый результат. Всем, наверное, понятно, что этот случай выходит из всех рамок нашего морального принципа вообще. То есть, как бы, да, самое главное сейчас получить хотя бы описание самого. Есть разные, так скажем, версии, но пока четких описаний этого самого преступника не имеем. Да, Виталий, спасибо. Действительно, общество очень сильно взволновано. Я думаю, что в ближайшее время вам удастся совместно и уверен, что будет наступление раскрытия. Спасибо. Делаем все, что необходимо. Можно вопрос? Может быть, все-таки мы начнем с того, что я как непосредственный, значит, участник всех этих событий, может быть, я как-то свою версию расскажу, потом, может быть, наверное, так правильно, да? В моем, значит, присутствии в районном ЦИКе появился неопределенный, значит, не определен в каком смысле, ни имени не знаю, ни фамилии не знаю, человек, который представился, я никто. Ну, как это никто? Ты что здесь, парень, делаешь? Что в ЦИКе ты копошишься в документах, фамилия? Слушайте, ну вы поймите, не гражданин Абхазии сидит и сканирует списки абхазов, русских, армян, неважно, граждан Абхазии. Это что, где-то допустимо, это где-то вообще такое практикуется, я, честно говоря, не знаю. И вы знаете, я как раз-таки вот этот парень бородатый, там первый раз на него мы, вернее, с ним столкнулись. Я его выпроводил, выдворил с этого кабинета, и в моем обращении к силовым структурам, не надо перебивать меня, да, за 2 недели, да, Вы об этом проинформировали куда-нибудь? Официально нет, но я думаю, что официальное обращение по телеграм-каналу, по официальному, по СМИ, это было, да, я обращался, ну, может быть, на тот момент еще не успели реагировать, но официальный был, да, официальное обращение к силовикам было и к ЦИКу, в смысле, чтобы обратили на это внимание. Но недолго прошло, вы знаете, 5 числа нам позвонили, значит, мне позвонили на телефон, сказали, что обнаружен штаб некий, который за ночь до этого, ночью, значит, за день до этого, каким-то уговором или каким, я не знаю, как это вообще происходило, молодых граждан Абхазии, несовершеннолетних, 14-15-летних детей были задержаны
за тем делом, что они срывали агитационные плакаты, значит, с столбов, ну, неважно, где это было поклеено. И в разговоре с этими детьми дети, значит, сказали, что вот нам вот некие, значит, граждане России с нами разговаривали, нас они наняли, они нам обещали денег. В процессе, где эти люди, они сказали, вот в таком-то месте, там у них штаб, мы завтра утром идем за деньгами. Естественно, это все проследили, это было обговорено, там были родственники после всего этого, этих детей были приглашены на все это. Я так понял, что они с родственниками пришли туда, там какой-то у них разговор был, видимо, уже встреча некая произошла. Естественно, я не скрываю, я Ишсо Иванович Какали, которого, кстати, все хорошо знаете, бывший замгенерального прокурора Абхазии, в свое время еще работал в Совбезе Абхазии, все его хорошо знаете. Мы, естественно, туда пришли, там уже много было людей. Конечно, я не скрываю, что я общался. И еще раз говорю, но какое было мне удивление, когда я зашел в это здание, опять обнаружился этот бородатый человек, которого я неделю, 10 дней до этого увидел. Вопрос, кто вы, что вы. Один говорит, я просто курю. Тот повзрослее, что сидел, он вообще сказал, что он, в смысле, отдыхающий, случайно зашел туда. Ну, вот этот уже известный человек Рева, который в своем когда рассказе начал говорить, что вот он редактор газеты некой, и обратился что, к тому человеку, который только что минут за 5-10 говорил, что он вообще отдыхающий. Он просто случайно зашел, сказал, что этот человек тоже со мной работает. То есть он начал выдавать все. Этот бородатый, который говорил, что он вообще никогда не был ни в каком ЦИКе, слава богу, есть глава администрации, есть ЦИК, в котором он был, там люди есть, это если желание есть, перепроверить эту информацию, надеюсь, все это можно проверить. Ну, понятно, вся эта ихняя игра, понятно. Ну, я, честно говоря, конечно, не настолько, знаете, что сумасшедшие, что там стоять, там физически ими заниматься. И если то, что сегодня они вменяют, мне это сказали бы 30 лет назад, я сам, наверное, в это поверил бы, в их ложь. Ну, поверил бы, 30 лет назад явно поверил бы, то, что они говорили, да. Но я, как государственный человек, как представляющий власть Абхазии, хотят, не хотят, это власть наша общая, это наша общая страна, и кто как выглядит, это бьет по имиджу Абхазии, поэтому мы все должны стараться быть, в всяком случае, придерживаться неких правил и законов Республики Абхазия. Я, естественно, позвонил сперва в УВД, ребята приехали с УВД, потом я понял, что это, наверное, не совсем УВДшный вопрос. Мы попросили приехать, не я лично звонил, попросили мы ребят с УВД набрать в СГБ, чтобы СГБ приехал. Правда, ребята сразу сработали, ребята пришли. Мы им, как говорится, их вручили нашим, значит, службистам, нашим ребятам. Единственное, мы сразу предупредили, все гаджеты, что мы возьмем, нам нужно кое-что просмотреть в целости, сохранности, не удаляя никаких информационных, значит, вещей. Мы это все передадим. Там, буквально через некоторое время мы все, значит, вот эти вот гаджеты, телефоны, мы все в СГБ отдали. Вот как бы хронология всего того, что сейчас, может, какие-то детали, сейчас мелочи упускаю, ну, в общем, в принципе, вот такая ситуация была. Теперь, честно говоря, я не знаю, нуждаются ли наши правоохранители в том, чтобы, скажем, предоставить документы, но в любом случае мне это не трудно, я, наверное, председателю СГБ все равно эти документы ему отдам, когда будет он уходить, но некие, как бы, пару документов хочу вам представить. Значит, некий Рева, Иван Рева представлялся главным редактором газеты «Абхазский вестник», правильно же? Вот мне отвечает начальник свинария, это у нас, значит, как его, ГМС, да, значит, да? Миграционная служба, да. Он говорит следующее. На ваш депутатский вопрос такого-то, такого-то относительно предоставления информации о наличии либо отсутствии разрешительных документов у следующих граждан такие-то, 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 информирую
о том, что данные иностранные граждане в ГМС Республики Абхазия за получением разрешительных документов не обращались. Но вы знаете, что это тоже я представлю, если нужно будет Гражданам сюда. России, Да. насколько знаю, видимо, документ не нужен. Не нужно. Нужен. Как не нужен? На работу? Да, на работу. Мы же не говорим, на отдых пришел. Имеется в виду, люди говорят, что они главные редактора абхазской газеты. То есть они должны были получать деньги, они должны были под ведомости подписываться и так далее, и так далее. Дальше. Это при всем при том, что значит, команда Абхазии сразу открестилась, вы все слышали, наверное, сказали, что мы таких не знаем, ничего не знаем и так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что касается команды Абхазии, их связь с этими людьми, здесь у меня и у вас есть, вам я предоставлю. И что самое интересное, просто я не могу не сказать, вот здесь не буду фамилии называть, есть абхазские журналисты, просто сразу с первой бумаги мне попало, знаете, что написано здесь? Даже не зарплата их не написана, знаете, как написано? Их цена написана. В смысле? То есть наши журналисты не зарплату получали, они оценены как вещь, как товар, понимаете? Такой-то, такой-то 40 тысяч, такой-то, такой-то 25 тысяч. Ну вот, его домой, чтобы я не хочу, просто это такая информация, фамилии не буду говорить. Вот, видите, цена. Не зарплата их, а цена их. Откуда это такое? Давайте официальным документом руководства. Ну, это понятно, что это же не оперативным путем добыто. Чтобы мы говорили чьи-то имена или еще что-то, это должен быть официальный документ, добытый службами. Или госбезопасности, или прокуратурой, или другими органами. Да, но мы вам предоставим, Дмитрий Сергеевич, это все. И плюс... документов всех обсуждать. Да, мы не будем. И вот здесь вся финансовая отчетность этих людей здесь. Есть телефонные переговоры, есть все, что нужно. Так что вот это все мы вам предоставим. Я думаю, наверное, Дмитрию Сергеевичу предоставим. Хочу сказать, что да, данный инцидент имел место. Значит, в службу госбезопасности, как я говорю, никто с заявлением в бумажном виде не обращался. Да, были заявления со СМИ, которые мы видели, то, что обращения были в службы. Мы занимаемся данным фактом, проверкой данного факта. Эти люди не были задержаны, эти люди были доставлены в службу госбезопасности после инцидента, имевшего место. Гаджеты мы получили через несколько часов, правильно сказал здесь Кан Валерьевич. И данные гаджеты были обследованы службой госбезопасности, но в чем причина, объясняю. В том, что если данные гаджеты при задержании службы госбезопасности были бы изъяты законным путем, они имели бы другое основание. Данные гаджеты побывали в других руках, они были использованы. Мы для себя информацию сняли, естественно, что будем дорабатывать оперативным путем. Но еще раз хочу сказать, вот здесь некоторые СМИ опубликовали, что данные граждане были выдворены с территории Республики Абхазия. Это не так. Чтобы выдворить не гражданина Республики Абхазия, на то принимается решение судом, не службой госбезопасности. Я попрошу, давайте писать правдивую информацию. С данными гражданами была проведена беседа. Работа продолжается. На данный момент они находятся не на территории Республики Абхазия, но для того, чтобы нам работать, это нам не мешает осуществлять свою оперативную деятельность. Если бы, еще раз говорю, что граждане Республики Абхазия, которые принимали участие в данном инциденте, конфликте, как хотите его назовите, сразу бы обратились бы в органы правопорядка, и мы бы не отреагировали бы на это, я бы понял бы. Но произошел инцидент. Произошла драка. Что там произошло, кто дрался, пока не установлено. Данные граждане Российской Федерации утверждают, что у них было похищено свыше 1 миллиона рублей. Это то, что у нас записано. То есть похищены были личные какие-то предметы, это телефоны, ноутбуки и все остальное. Я еще раз говорю, что если наши граждане видят правонарушение, то можно же было обратиться в службу госбезопасности, в Генеральную прокуратуру, в милицию. И я уверяю, что мы отреагировали бы незамедлительно.
И у нас бы по-другому бы и обстоятельства дела расследовалось бы, и все было бы по-другому. И все бы выглядело совершенно по-другому. Что я хочу сказать. Данные граждане заявляют о том, что им нанесли побои, увечья. Сейчас за их вину мы разбираемся, мы доложим, естественно, по окончанию данной проверки мы доложим, что там произошло и чем они на территории Республики Абхазия занимались и какую правовую оценку дадут правоохранительные органы. У нас есть уже поручение от прокуратуры города Сухум, какие мы действия должны произвести касательно граждан Российской Федерации. Но касательно граждан Республики Абхазия, нужно было, еще раз говорю, обратиться к нам. И мы бы отреагировали бы на это, и все это имело бы совершенно другой вид и другую атмосферу, как говорится. Сейчас, в данный момент, мы имеем заявление о том, что у людей похищены деньги и ряд гаджетов их. И плюс у них избиение, где сняты побои. Вот мы имеем два факта. Факт обращения... Но я же... Абхазия пострадала, а Не, подождите, подождите. Я вам рассказываю то, что у нас есть на сегодняшний день. То есть есть обращение с одной стороны через СМИ, и есть обращение самих. Это тоже люди, это граждане Российской Федерации. Мы обязаны взять их заявления и обязаны выслушать их. Это наша работа. Понимаете? Да, они заявление в милицию написали, естественно. Они в милицию написали мы заявление. очень хотим, чтобы как раз-таки заявление было сделано здесь, чтобы открыли уголовное дело. Нет, пока не открыто уголовное дело, идет проверка. Мы настаиваем, чтобы уголовное дело... Идет проверка. Это потом Генеральная прокуратура скажет насчет уголовного дела. Идет проверка. И еще раз говорю, что затруднение у нас несет то, что гаджеты, которые забрали изначально, то, что вы говорите, забрали изначально, и несколько часов были в чужих руках, не у правоохранительных органов. Это очень плохо. Они уже как вещдок не идут. Нарушена тайна переписки. Сами знаете, это тоже закон. То есть мы говорим как правоохранители. И если бы они нам достались в ходе изъятия, выемки и всего остального, тогда да, мы приобщили бы их к делу. Тут они были вскрыты, тут вы официально сказали, что что-то оттуда уже выжили, забрали. То есть, еще раз говорю, как правоохранительные органы. Телефоны были, которые не были открыты, потому что мы не имеем... Те телефоны мы обследовали. Что там Те телефоны мы доложим, я же сказал, идет проверка. Те телефоны были обследованы, но они были тоже в руках обычных граждан Республики Абхазия. Вы извините меня, не, подождите. Обычные граждане не могут скрывать... Так только что вы сказали, что... В суде может развалиться. Я объясняю, просто вам скажу. Граждане даже с благих целей, которые пришли и отняли личное имущество человека, можно квалифицировать по-разному. Есть уголовная статья к этому. Я не буду здесь врать, я говорю все прямо и в лицо. Как это расценивать и какую оценку мы, правоохранители, этому дадим? Мы скажем потом, когда проведется проверка. Если бы, еще раз говорю, приехали бы на место, позвонили бы, и мы не отреагировали бы, можно было бы нас вызвать сюда и задать прямой вопрос. Почему вы не отреагировали на то или иное происшествие? Мы уже по факту приехали, когда люди были избиты, кем избиты, пока не установлено. Когда у них, как они утверждают, забрали деньги. Когда у них забрали телефоны, личное имущество. Вот тогда мы прибыли. Вот и все. Сегодня можно уже сказать все. Но для этого мы обратились к вам, поэтому мы попросили СПБ, что приехала, потому что мы посчитали, что уровень УВД города, это, ну, в смысле, не то, что я там хочу принизить что-то там, это, но все-таки это, Дмитрий Сергеевич, я не просто так говорю. Сейчас я закончу. Я закончу, 2 секунды. Как это должно было быть. Дмитрий Сергеевич, я насколько знаю, может я ошибаюсь, но у вас отдел конституционной защиты. Конечно. Потому я знаю это, не позвонил, а попросил УВД, ребят, чтобы позвали. Данный звонок был. Потому что здесь непосредственно прослеживается, значит, вмешательство во внутренние дела Абхазии. Давайте, Кан Валерьевич, оценку правоохранительные органы, я думаю, Это дадут. вы будете делать, то я как депутат имею свое мнение. Я имею, вот это, если вы хотите сказать, что я смог вот это все придумать,
Вот это я все Это должны были делать мы, Кан Валерьевич. Если мы вот это все придумали за 2 часа, там, я сейчас не знаю, как это 5 мегагит, что-то там информации, мы закачали туда, придумали фамилии, имена, но это уже бред, конечно. Здесь есть финансовый отчет, кто что получал, кто кому что делали. Это что не надо, официальный документ. Как надо, что значит не документ? Ну, У вас это не официальный документ. Я еще у вас распечатка на формате А4, просто написаны имена и кто что получил. Если бы мы изъяли бы их процессуально, тогда бы я говорю. Не в наших руках, в чужих руках появилась, и мы эту информацию мы не можем подтвердить. Вот здесь юристы, ваши коллеги сидят. Слушайте, если мы не хотим это делать, если мы сегодня... Мы не говорим, что не хотим. Подождите, если мы вмешательство в Республику Абхазия сегодня... По результатам проверки мы доложим, вмешательство было или не было в выборный процесс. Мы сейчас говорим о фактах, которые состоялись. Тогда еще официальное заявление хочу сделать. Дмитрий Сергеевич Араупов, прокурор Абдулов, министр МВД Абдулов. Ишвала Шозер, Ванза, Вяншабес, Хабдулар Мишахты. А без ситуации, Харехам Хоциза, Вяншабжак Мишахты. Обратите внимание, Абракша Епадзе. Вы, уважаемый нас, вчера Шаховший, я думаю, что вы, как люди, которые обязательно должны защищать первым долгом интересы государства и конституционного строя, Дмитрий Сергеевич, я тебе именно почему я обращаюсь. Так и будет. Там просто у тебя отдел непосредственно кто-то, это непосредственно твоя прямая обязанность, плюс генеральный прокурор, это, конечно, они помощники в этом вопросе тебе обязательно должны быть. К чему говорю? Вот я сейчас тоже заявляю официально. И тогда я это говорил, и сейчас говорю. Кроме этой ситуации, у нас сегодня на телевидении, абхазском телевидении сидят посторонние люди. Что сделано по этому вопросу? Более того, когда пришли ребята с СГБ, чтобы вы понимали, Дмитрий Сергеевич, они были искренне говорили, они сказали: Кан Валерьевич, мы эту ситуацию давно прослеживаем. То есть они, оказывается, знали, что такое. Просто говорит, ну, что-то, кого-то ждали, видимо, я не знаю, какие-то, может, разработка. Велась работа. Да, велась работа. То есть это для них не стало открытием. Они говорят, мы этим делом занимались, не, мы это контролируем. Но как-то, видимо, или мы опередили, или что-то случилось, дело не в этом. Теперь я официально вам говорю, у нас посторонние люди на абхазском телевидении. Кто именно? Более того, ну, они представились Russia Today, это они так говорят. Кто такие Russia Today и что они Это представляют? официальное обращение в СГБ по поводу этого? Нет, в данный момент происходит. Нет, я говорю по... Сейчас официально тоже, да. Сейчас тоже. Вот я с этим моментом просил бы как бы тоже в этой ситуации разобраться. Более того, значит, они не вакаются, непосредственно занимаются цифровкой якобы архивов наших военных. Еще раз вам хочу сказать, в нашем личном общении, в абхазском телевидении, люди, которым, видимо, не безразлично Дмитрий Сергеевич, они открыто сказали: Кан Валерьевич, вы думаете, а вообще почему эта проблема была? Потому что после эфира нашего сырой материал, есть мы... Да, у нас проверка. Роберт Витальевич, да. Прокуратуре проверка. Да, у них это есть, они должны были, по-моему, к вам обратиться, насколько я понимаю. Вы дали поручение. Да. Прямая следственная связь абхазского телевидения, и это, может, вы сейчас скажете, это еще не установлено, но так, факт такой. Сырой материал появился в этих телеграм-каналах. Это вообще ни о чем не говорит. Если ни о чем не говорит, не знаю. Теперь, более того, люди, которым не безразлична судьба, как минимум абхазского телевидения, они сказали: Кан Валерьевич, это еще ничего. Я говорю, что? У нас, говорит, архивы начали пропадать. Вам тоже не интересно? Архивы. Нам интересно, архивы. а кто это с телевидения сказал, чтобы мы с ними поработали? Ну, мы вам скажем, кто. Имена скажете? Да, конечно, скажем. Мы, в принципе, уже все сказали. Вы работаете на абхазском телевидении? Заявление, нет, она просто сама присутствовала, когда этот разговор был. Значит, что самое интересное, архивы начали пропадать наши военные и так далее. Я
как депутат, который имеющий тоже свое мнение, может быть, не как правоохранитель там, но я так вижу, что кто-то целенаправленно нашу историю хотят извести на нет, Дмитрий Сергеевич. Наши достижения, наши военные достижения. Просто обхречу, кому-то это надо. Кан Валерьевич, мы отреагируем. Там не только вы запечатлены, наши отцы, наши братья, все остальные. Мы отреагируем. Я меньше всех-то, у меня там вообще нет, что ты. Мы отреагируем. Вообще меня там нет военных кадров, что ты Как я понимаешь. понял, вы поэтому сделали обращение уже к... Да. Все, теперь, в принципе, ну, я это хотел сказать, а теперь давайте тогда уже как бы по факту этого всего. Я могу вкратце пояснить по поводу сказанного здесь. Хочу сказать, что сегодня вот этой проверкой, которая имела место 5 ноября по этому инциденту, сегодня занимается прокуратура. 6 ноября материал был нам переслан из Управления внутренних дел. В настоящий момент, вот уже прошло 5-6 дней, выполнен большой объем работы. Мы уже опросили много людей. Их имена озвучивать не можем в интересах работы, но со временем, если такая необходимость возникнет, мы можем такую информацию дозированно дать парламенту. Мы можем его в закрытом виде. Да, обсудить мы можем. Есть какие-то вещи, которые мы можем обсуждать. Есть какие-то вещи, которые нам закон не позволяет сделать. Что касается... Давайте, я с удовольствием. Надо быть открытым. А в чем мы сливать будем? Ну, совбез мы проводим обычно в закрытом режиме. Что касается самой ситуации, вот, на сегодняшний день, с учетом того, что пока всего несколько дней прошло, мы уже приблизительную картину видим и понимаем для себя, что произошло. Вот, были переданы гаджеты, вещественные доказательства, наверное, как многие думают, службе госбезопасности, которые впоследствии должны были быть пересланы в прокуратуру. Абсолютно верно говорит Дмитрий Сергеевич, что была информация, что эти носители находились у посторонних лиц. Я вам просто сейчас поясню с точки зрения действующего законодательства. Любой предмет, который может оказаться у третьих лиц впоследствии в качестве носителя информации и вещественного доказательства в рамках предварительного следствия и судебного разбирательства использоваться не может. Это, чтобы вы понимали, это не односторонняя наша позиция, это законодательство требует именно такой процедуры. Поэтому на тот момент, когда передавались, я не знаю, вот есть у меня сегодня такая информация есть, что несколько часов у кого-то они находились в руках, но даже если мы захотим, мы этого сделать не можем. Приобщить их к сегодняшним материалам и, возможно, в перспективе, если это будет какое-то уголовное дело, ссылаться на них мы не можем. У нас сегодня есть показания ряда свидетелей, у нас есть сегодня заявление от этих 3 граждан, которые указывают, что к ним было применено насилие, что у них похитили денежные средства и, соответственно, вот эти предметы, о которых здесь идет речь. Но я хочу вам сказать, уважаемые депутаты, что мы односторонне эту проверку рассматривать не собираемся, только с учетом их заявления, то, что мы сегодня имеем, несмотря на то, что оппозиционные силы пока еще нам с заявлением официально не обратились, и никакие материалы в прокуратуре не были переданы. Были публикации, где некоторые представители оппозиции говорили, что они обратятся в прокуратуру. Мы ждем этого обращения. На сегодняшний день предварительно что мы усматриваем? Мы усматриваем, во-первых, мы рассматриваем законность участия этих граждан в выборном процессе, насколько это было законно. Мы именно так на это смотрим. Законность вообще их работы. Есть государственная миграционная служба, которая проводит эту политику. И мы уже к ним обратились, но пока официального ответа не имеем. Но я, как прокурор, могу вам сказать, что любой иностранный гражданин, который прибывает в Республику Абхазия, должен получить разрешение для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности. Насколько мне известно, у них этого не было. Тот же работодатель, который принимает таких граждан к себе на работу, должен иметь патент. Сегодня у нас такой информации нету, чтобы был патент. На мой взгляд, с учетом тех материалов, которые добыты на сегодняшний день, я могу сказать, что усматривается административное правонарушение. На мой взгляд. Уголовного состава преступления пока мы не видим, об этом преждевременно в части говорить. миграционного законодательства. Да, административное правонарушение. Что касается другой стороны медали, если мы говорим об объективности и законности, мы должны справедливо подходить ко всему. Есть заявления тех же граждан, на них мы отреагировать тоже не можем. Несмотря на то, что они написали заявление, и сегодня они отсутствуют в Республике Абхазия, для того, чтобы им придать законность этим заявлениям, необходимо провести еще ряд следственных и процессуальных действий с их участием.
Нам сегодня это не представилось сделать с учетом того, что они на территории Республики Абхазия отсутствуют. Какую оценку мы дадим действиям тех лиц, которые приехали и применили насилие, это уже время покажет. Если будут соответствующие материалы, естественно, мы дадим этому тоже объективную оценку. В любом случае, да, был сигнал, что эти граждане находились здесь, абсолютно верно. Ну, я как прокурор могу сказать, что в такой ситуации, конечно, необходимо привлекать правоохранительные органы. Надо было вместе с нами туда выезжать. Мы должны были все это заактировать, изъять должным образом и приобщить к материалам проверки. За дальнейшие действия мы несем ответственность. Если мы законным путем это все смогли бы изъять. Сегодня у нас этого нет. Еще раз хочу сказать, довести до вас. В одностороннем порядке проверку проводить никто не будет. Никакое правонарушение не может быть оправдано применением насилия. Это все должны тоже прекрасно понимать. Да, с огромным уважением к вам, ко всем. Вот что я хочу сказать. Пока мы не можем говорить, что завтра будет уголовное дело в отношении тех, кто там деньги похитил или еще что-то сделал, для этого еще нужно провести ряд манипуляций и следственных действий. Пока мы такой возможностью не располагаем. Мы сегодня такой возможностью... вообще деньги? Тоже вопрос. Тоже надо будет проводить мероприятия. Я извини, что я перебиваю. Были ли деньги, если они говорят, что они ничем не занимались? Откуда это деньги у них? Они граждане России где-то работали, могли иметь свои личные деньги. Возможно, но... Кто-то говорит, 200 тысяч у меня деньги, забрали, кто-то 300, кто-то 400 тысяч. Тоже вопрос. Теперь, значит, для меня важно, как гражданина, как депутата парламента, значит, мы не усматриваем в то, что они покушались на конституционный строй Абхазии. Оказывается, мы только для начала, это даже не надо доказывать. Вот есть на мой запрос ответ миграционной службы. Валерьевич, мы рассмотрим это все. Да, это здесь понятно. Здесь это административка, это понятно. А все остальное, то, что ходили по районам. Слушайте, я вам скажу, где представляли их в администрации города, позвали, значит, его домоуправа, начальника управления, говорите, вот этим людям, когда открываете все двери, все, что они будут говорить, слушайте, здесь переписки, есть телефоны. Вы передайте нам, мы исследуем. Это вот сам тоже мы там. Я пока исхожу из тех материалов, которые у нас есть. Мы ответили же, передайте нам, мы будем дальше смотреть. Дмитрий Сергеевич, Тимур Анатольевич, вы глядите, пожалуйста. Я поэтому говорил, что можно было, значит, основные тезисы здесь осветить, а детально поговорить нам без СМИ.